Axşamınız xeyir, dəyərli webinar iştirakçıları və bizim spikerimiz, dəyərli Angelika Lensman. Sizi Psixoloji İnkişaf və Maarifləndirməyə Dəstək İctimai Birliyinin növbəti webinarında görməyə çox şadıq. Уважаемые слушатели и уважаемый Анжелика Венсмонт, мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре. Bildiyiniz kimi bizim İctimai Birliyi artıq bir ildir ki, psixomaarifləndirmə mövzusunda webinarlar həyata keçirir və bizim məqsədimiz insanlara, əhaliyə psixologiya barədə peşəkarların dilindən psixologiyanın doğru, dürüst informasiyasını çatdırmaqdan ibarətdir. Artıq biz 37-ci webinarı keçiririk. Рада всем, кто присутствует сегодня с нами. И наша тема будет касаться, как мы становимся взрослыми в родительской семье. То есть это одна из интереснейших тем психологии, как родительская семья влияет и определяет нашу взрослую жизнь. Bu gün burada olmağımdan məmnunam. Hər kəsi salamlayıram və bu gün bizim mövzumuz çox maraqlıdır. Yəni ki, bizim inkişaf dövrümüzdə valideynlərimizin bizə necə təsir göstərdiyi barədə danışacağıq. Да, и я опираю свои лекции на материалы Института консультирования системных решений в Москве, где я проходила повышение квалификации около 9,5 лет на разных программах. Bugünkü materiallar deməli Moskvada yerləşən konsultasiya institutu, hansı ki mən 9 il yarım orada təcrübə keçmişəm və 9 il yarım ərzində orada öyrənmişəm. Да, и мы начнем. Biz başlayırıq. Итак, любой из нас, когда приходит в этот мир, обычно, да, нас рожает мама, и всем уже известна эта вещь в психологии, что первые годы у нас симбиоз с матерью, и мы находимся в сфере влияния мамы. Hər kəsə məlumdur ki, biz dünyaya gəldiyimiz zaman anamızla simbiozda, yəni onunla eyni bir mühitdə böyüyürük və bu önəmlidir. И первые 3 года симбиоз с мамой полный, потом с 3 до 6 лет постепенно происходит, если все хорошо, происходит разрыв симбиоза. İlk 3 il ərzində simbioz baş verir və daha sonra bu etap yavaş-yavaş ayrılma baş verir. И в эти годы закладываются основные модели, программы будущего поведения уже взрослого человека. Və bu illər ərzində artıq yetkin bir şəxsin proqram və sistemləri formalaşır. Формируется у ребенка базовое доверие к миру. Например, в будущем, когда вырастает взрослый, то, как он будет относиться к миру, оптимистично или пессимистично, может зависеть от того, как в первые 2 года мама заботилась о нем, удовлетворяла его потребности. То есть в это время формируется базовое доверие к миру. Bu illər ərzində uşaqda dünyaya qarşı güvən formalaşır və bu ananın bu etapları, bu mərhələləri nə dərəcədə düzgün qeyd aldığından asılı olaraq uşaqda formalaşa da bilər, formalaşmaya da bilər və bu anadan çox asılıdır. В эти же годы формируется и модель самых близких привязанностей в будущем. То есть то, как у ребенка складываются отношения с мамой, то есть как течет любовь в паре ребенок-мама. Потом по этой модели привязанности взрослый человек будет выстраивать свои самые близкие интимные отношения.
Bu mərhələlərin əsasında uşaqda bağlanma tipləri də formalaşır, hansı ki, gələcək münasibətlərində bu modellər əsasında onu formalaşdırır. Да, итак, если привязанность формируется, надежная привязанность к самому близкому в начале человеку, к матери, формируется базовое доверие к миру. Если мама до 3 лет удовлетворяет базовые потребности ребенка, то в будущем мы можем говорить о том, что будет, как мы говорим, нормотипичный, здоровый взрослый. Əgər 3 yaşa qədər ana tam sağlam bir şəkildə uşağın bütün ehtiyaclarını qarşılasa, bu uşaqda sağlam bağlanma tipinə gətirib çıxarda biləcək. Amma əgər olmadığı təqdirdə başqa tiplərə gedə bilər. И когда меня спрашивают, какие самые важные годы в жизни человека, в формировании человека, я всегда отвечаю, что это с рождения до 6 лет. Первые 6 лет жизни – самые важные годы, которые оказывают влияние на всю жизнь. Məndən soruşduqları təqdirdə ki, hansı yaşlar uşaqlar üçün önəmlidir, mən cavab verirəm ki, 1 yaşdan 6 yaşa qədər uşağın həyatı formalaşır. 1 yaşdan 6 yaşa qədər bir çox modellər formalaşır. И для того, чтобы нам было интереснее обсуждать, как мы уже поняли, да, речь пойдет о травмах привязанности, о том, как течет привязанность, как течет любовь в привязанности ребенок-мать, я хочу предложить вам один небольшой пример из моей практики. Deməli, aydın oldu ki, bundan sonra biz uşaqlıq travmalarına toxunacağıq, burada bağlanma tiplərinə toxunacağıq və bunu daha aydın bir şəkildə izah etmək üçün mən öz praktikamdan, öz təcrübəmdən sizə bir nümunə gətirəcəm. Ко мне пришла клиентка, которой было 27 лет, женщина. Mənə 25... Можете еще раз повторить? Да. Однажды ко мне пришла клиентка на прием и на консультацию, и эта женщина, ей было 27 лет. Mənə bir zaman 27 yaşlı xanım müraciət etdi klient olaraq konsultasiya üçün. И она сказала, что в последние несколько лет она хотела создать отношения с мужчиной и знакомилась с например, знакомиться с молодым мужчиной, у них начинается дружба, они начинают встречаться, и очень быстро отношения заканчиваются, не развиваются дальше. И так было 2 или 3 раза. O mənə dedi ki, 2-3 dəfə oxşar təcrübə yaşayıb, deməli o biri ilə görüşməyə başlayır, onların arasında dostluq yaranır. Daha sonra bir müddət görüşdükdən sonra bu münasibət başqa bir səviyyəyə keçə bilmir və bu bir neçə dəfə təkrarlanır. Я спросила у нее, а что же происходило в этих отношениях, то есть несколько раз подряд с разными молодыми людьми. И она сказала, что это были разные люди совершенно, но отношения заканчивались одинаково со всеми. Mən ondan soruşduqda isə niyə bu belə baş verir, o mənə dedi ki, bu başqa insanlarla yaranırdı münasibət, amma fərqli, amma sonu eyni tərzdə bitirdi. То есть она знакомилась, они начинали встречаться, и очень быстро, через 2-3 месяца, она начинала очень жестко контролировать своего знакомого. То есть следить, куда он ходит, с кем общается, каждую минуту пыталась знать, что происходит в его жизни. O 2-3 aydan sonra partnyorunu idarə etməyə başlayırdı. Onun hər addımını, hər bir hərəkətini idarə etməyə çalışırdı. Hara gedir, necə gedir və onları hər birisini bilmək istəyirdi.
Так как молодой человек знал ее всего 2 месяца, то он пугался такого контроля и говорил, что ему эти отношения не подходят, и просто уходил из отношений. И так было 3 раза. Və qarşısındakı təbii ki, 2-3 ay tanımağına baxaraq qorxurdu və bu münasibətlərdən qaçırdı və belə 2-3 dəfə təkrarlanır. Моя клиентка понимала, что она ведет себя не совсем адекватно, но у нее бывала просто паника, если она не знала, где в данный момент находится ее молодой мужчина. O təbii ki, adekvat bir davranış sərgiləmədiyini bilirdi, lakin o qarşısındakını, yəni ki, partnyorunun harda olduğunu və nə etdiyini bilməyə çalışırdı. Чего же она боялась? Вопрос. Sual yaranır. Nədən qorxurdu o? Я отвечу на это. Она боялась, что мужчина может умереть, попасть в аварию, что он может заболеть, умереть, что он может полюбить другую женщину. В общем, что может случиться что-то, что разлучит ее с любимым. Mən cavab verirəm. O qorxurdu. Çünki qarşısındakını itirə bilərdi. O avariyaya düşə bilərdi, o ölə bilərdi, o xəstəlikdən dünyasını dəyişə bilərdi. Hər bir halda qarşısındakını itirə bilərdi. İtirmə qorxusundan. Да, то есть она знала мужчину 2 или 3 месяца, да, и при этом уже боялась, что с ним что-то случится, и переживала это так, как будто бы она умрет, если партнер уйдет из ее жизни. Və buna baxmayaraq, o 2-3 ay tanıdığına baxmayaraq, onu itirməkdən qorxurdu və ona çox bağlanıb, yəni onu itirsə, özü də özünü itirəcəyindən qorxurdu, özü də dünyasını dəyişəcəyindən qorxurdu. И когда она мне рассказала свою историю, естественно, мой вопрос как психолога был, какие у вас были отношения с мамой, с отцом, возможно, кто-то еще ухаживал за вами. Və bunu danışdıqdan sonra mən ondan soruşurdum, ana və ata ilə münasibətlərin necə idi və yaxud sənə baxıcı olanla münasibətin necə idi? Yəni ana və atanı əvəz edə bilirsən. Клиентка была удивлена моему вопросу и сказала: а при чем тут мои отношения с мамой? Я же к вам пришла по теме отношения с мужчинами. Ona bu sualı verdikdə o təəccüblənirdi. Çünki belə bir reaksiya ilə qarşılaşırdım. O dedi ki, mən sizə kişilərlə olan problemlərindən gəlmişəm, münasibətlərimdə olan problemlə gəlmişəm. Siz burada ana və ata ilə başlayırsınız. Да, и я объяснила ей коротко, что то, как мы общаемся с мамой в первые годы жизни, это дает нам модель общения с близкими людьми в последующем. Mən ona belə bir cavab verdim ki, ilk illər ərzində ana ilə olan münasibətimiz bizim üçün gələcəkdə bir model formalaşdırır. Gələcəkdəki qarşılaşacağımız insanlarla münasibət üçün bir model formalaşdırır. И тогда она сказала мне: вы знаете, у меня чудесные родители, у меня не было никаких ужасных историй, связанных с родителями, они меня обожают, и у меня чудесная бабушка с дедушкой, они тоже обожают меня, и все очень любят. Deməli, o cavab verirdi ki, mənim gözəl valideynlərim, gözəl nənəm, babam var və onlar hər birisi mənə pərəstiş edirdilər. Я сказала, что я не сомневаюсь в любви и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки. Если она переживает эту любовь, безусловно, это правда, и это так. Mən onların sevgisinə güvənlə yanaşıram, inanıram ki, bu belə idi. И это, конечно же, хорошо. Но мой вопрос следующий был такой. До 3 лет
были ли у вас какие-то разлучения с родителями? В первую очередь с мамой. Может быть, мама болела, может быть, она uезжала по работе, по учебе. Bu yaxşıdır, lakin ilk illər ərzində ana ilə hər hansısa bir ayrılıq, hər hansısa bir xəstəlik yaxud da anadan ayrılma kimi bir faktorlar olubmu həyatınızda? Вначале она сказала, что она плохо помнит себя до 3, но это нормально. И она сказала, я не помню, я себя помню, может быть, с 3, может быть, с 2,5, но я не помню, чтобы что-то было там с 2,5 лет. O mənə dedi ki, mən o illəri təbii ki, xatırlamıram. Ola bilsin 2 il yarımdan sonrası xatırlayıram. Я сказала, да, конечно, вы можете не помнить, но, может быть, мама, папа или бабушка с дедушкой рассказывали вам о разлучении с мамой по любой причине до 2 лет вашей жизни. То есть 2,5 она себя уже помнила. Mən ona sual verdim ki, bəs bəlkə siz yox, sizin yaxın ətrafınızdakı ata yaxud nənə, baba, onların hər hansısa biri sizin ana ilə olan bir ayrılmanızı xatırlayırmı? Да, и она задумалась растерянно, и вдруг она сказала, я уже думала, что она не помнит, не слышала, нечего сказать. И вдруг она посмотрела на меня, удивленно посмотрела, откуда я могу это знать, и сказала, да, я вспомнила. Мама рассказывала мне, что когда мне было 1,5 года, родители уехали. Və o mənə çaşqınlıqla baxıb xatırladı və dedi ki, anam nə vaxtsa danışmışdı, mənim Родители уехали. Yaş yarımlıq olanda valideynlərim harasa getmişdilər. Родители уехали на полгода работать в другую страну. Valideynləri 6 aylıq digər ölkəyə işləmək məqsədi ilə getmişdilər. А мою клиентку, ей было 1,5 года, ее оставили с бабушкой и дедушкой, которые ее очень любили. Övladlarını isə o il yarımlıq olan müddətdə nənə babasının yanında qoyublar. 6 ay müddətində. Ну, а мы с вами, как психологи, уже понимаем, что у ребенка произошла травма привязанности. Və biz psixoloqlar olaraq bunu bilirik ki, uşaqda bağlanma travması yaşanır. То есть любящая, хорошая мама, которой в действительности была мама моей клиентки, вдруг исчезла. Deməli, sevgi bəsləyən ana birdən övladının gözündən itir. И, естественно, у ребенка, мы знаем, да, возникает страх, истерика, паника. Но если мама не возвращается, он принимает то окружение, которое есть. Və bu halda uşaq panika, qorxu yaşayır və belə olduğu təqdirdə o ətrafında olan mühiti özünə qəbul edir. И постепенно моя клиентка привыкла к тому, что ее бабушка вела себя как будто бы мама и заботилась о моей клиентке. Və o nənəsini anasının yerinə qoyur, çünki nənəsi də anası kimi ona qayğı və nəvaziş göstərir. И когда через полгода вернулись родители моей клиентки, она, увидев маму, испугалась, побежала, спряталась под стол и плакала, чтобы чужая женщина не подходила к ней. Və 6 aydan sonra onun anası gələn zaman o anasını görəndə qorxub və stolun altında gizlənib. Çünki onun üçün artıq bir yad qadına çevrilib anası. Но мама была очень хорошей, доброй. И бабушка, которой ребенок уже доверял, объясняла, что это хорошая мама, такая же, как бабушка. И через неделю моя клиентка опять привязалась к своей маме, привыкла и стала к ней относиться с большой любовью. Nənəsi bunu başa saldı ki, o səni sevən, əzizləyən anandır
və bir həftə sonra o yenidən anasına bağlanır. Yenidən anasını tanımağa başlayır. Но, как сказали мои клиентки, ее родители и бабушка, с этого момента она ухватилась за одежду мамы, ну, по-русски есть такое выражение «ухватиться за подол матери и не отпускать». То есть она схватилась за одежду мамы, я не знаю, по-азербайджански есть такое соответствие, и больше не отпускала маму. Точного ekvivalenta нет, но, значит, o bu zamandan sonra atasının və nənəsinin danışdığına görə o anasının ətəyindən yapışaraq, paltarından yapışaraq bir daha onu buraxmır. Она соглашалась остаться без мамы только когда мама уходила на работу, ну, на несколько часов днем. С бабушкой оставалась. O anası sadəcə bir neçə saat ərzində qalmağa razı olurdu. Bu müddət ərzində nənəsi ilə qalırdı. И когда родители решили, что моя клиентка может пойти в детский сад, она отказалась и не смогла ходить в детский сад. То есть они пытались много раз, но она отказалась посещать. Это было невозможно, были бесконечные истерики. И в конце концов ее оставили дома с бабушкой. Ну и родители каждый день тоже только утром уходили на работу, вечером приходили, но ребенок видел их каждый день. Və bağçaya getmək dövrü gələndə o bağçaya getməkdən imtina edir. Onu bu mühitə alışdırmaq çox mümkünsüz olur və onlar axırda yenə də nənəsinin və babasının yanında qoymaq məcburiyyətində qalırlar. Да, также моя клиентка отказывалась уходить куда-то, уезжать из дома без родителей, в гости, ночевать в других местах, где-то до 20 лет ее жизни. 20 yaşa qədər o harasa getməkdən, hardasa qalmaqdan, kiməsə getməkdən çəkinir və bu 20 yaşa qədər davam edir. Она очень боялась, что с мамой что-то случится, и боялась, что мама может где-то умереть, что ее могут, не знаю, куда-то забрать, не вернуть ребенку, что маму могут украсть, похитить, убить. То есть для нее было очень страшно, если мама где-то задерживалась, да, у нее начиналась паника. Когда она пошла в школу, эти страхи первые годы оставались. O anasını itirməkdən qorxurdu. Anasını hətta bir neçə saat ərzində bəzən olurdu ki, anası hardasa ləngiməli olurdu. Bu təqdirdə də o qorxurdu ki, anasını itirə bilər, anasını kimsə qaçırda bilər, anasını övladından ayıra bilərlər və o anasız qala bilər. Итак, мы с вами, коллеги, уже поняли, что здесь мы имеем дело с диагнозом, который в международной классификации диагнозов называется эмоциональное расстройство, связанное с ранней разлукой с матерью. Deməli, burada bizim önümüzə bir diaqnoz çıxır. Bu emosional ayrılıq bağlama tipi ilə əlaqəli olan emosional ayrılıq diaqnozu qoyulur. Да, итак, этот пример, да, был для нас важен, чтобы понять, как в действительности травмы привязанности в детстве могут влиять на нашу последующую жизнь. Bu nümunə bizim üçün çox önəmli idi. Çünki bunun sayəsində biz gördük ki, bağlanma tipi insanın gələcəyinə nə qədər təsir edə bilər. И здесь важно сказать, что сама по себе привязанность с матерью, она как бы не является чем-то негативным, то есть это важная вещь. И если ребенок достаточно времени проводит с мамой в детстве, ну, в первую очередь это, конечно, до года-полутора, там просто основное правило «мама рядом». Və belə bir şey yoxdur ki, ana ilə bağlanma negativ bir haldır, tam tərsi.
bu müsbət bir haldır və normal olaraq 1 yaş yarıma qədər ana hər bir cəhətdən övladının ehtiyaclarını qarşılamalıdır. То есть если ребенка не отделяют от матери, физически не отделяют от матери, психологически не отделяют от матери до 3 лет, то в принципе он получает важные для своего развития ресурсы. Və 3 yaşa qədər əgər ananı baladan fiziki, psixoloji olaraq ayrılmırlarsa, övlad hər bir yetərli resursu anadan alır. Ребенок получает любовь, заботу, поддержку. Uşaq sevgini, qayğını və dəstəyi alır. Ребенок получает чувство безопасности, чувство доверия к миру. Uşaq təhlükəsiz, deməli, ətrafa qarşı təhlükəsizlik hissini qazanır və ətrafa güvən hissini qazanır. Ребенок получает опыт надежной привязанности с близким человеком. Uşaq güvənə biləcək birisi ilə bağlanma təcrübəsini qazanır. Итак, если до 3 лет все складывалось хорошо, то с 3 до 6 лет природа дала возможность для ребенка постепенно разорвать симбиоз с мамой. То есть с 3 до 6 происходит постепенный разрыв симбиоза с мамой. Və əgər 3 yaşa qədər ana ilə yetəri qədər vaxt keçirilibsə, yetəri qədər resurs əldə edilibsə, 3 yaşdan 6 yaşa qədər ana ilə yaranan simbiyoz qopmağa başlayır. Да. Поэтому лучший возраст похода в детский сад – это 3 года, ну около 3 лет, 2,5, 3,5. Və buna görə də bağçaya getməyə başlama müddəti 3 yaş və 3 yaş yarımdan sonradır. А лучший возраст для школы около 7 лет, когда симбиоз 6-7 лет, когда симбиоз с мамой завершен, да, и ребенок может выйти во внешний мир уже понимая, кстати, да, что внешний мир – это не дом. Və məktəbə getmə üçün ideal yaş isə 7 sayılır. Çünki 7 yaş zamanı uşaq tam olaraq anadan ayrılır, tam olaraq simbiyoz qopur və uşaq ətrafa qarşı güvən hissi duyur və özü təhlükəsizlikdə hiss edir. Итак, если ребенка разлучили с матерью раньше физически, если он получил травму привязанности, то это значит, что ресурс важный для жизни недополучен, недостаточно важного для жизни ресурса. Və əgər bu fiziki cəhətdən ayrılma tez baş veribsə, uşaq yetəri qədər resursu almır və onda travma formalaşır. То есть физически ребенок уходит, например, 1,5 года в ясли с утра до вечера, да, или он может жить у бабушки там несколько лет. Физически ребенка можно разлучить, но психологически, если он был недостаточно с матерью, то он недополучил ресурса от мамы. Onu fiziki cəhətdən ayırmaq mümkündür. Onu nənəsinin yanında saxlamaq olar, hər hansısa bir kurslara vermək olar. Lakin psixoloji cəhətdən anadan yetəri qədər resurs əldə etməyibsə, o ayrılma baş vermir. И такой человек, когда он вырастает, он будет пытаться от других людей дополучить то, что он недополучил от мамы. Və belə bir uşaq böyüdüyü təqdirdə o sevgini, o resursu anadan əldə edə bilmədiklərini digərlərindən almağa çalışacaq. И теперь мы возвращаемся к моему примеру с клиенткой.
Və indi mənim kliyentimlə olan nümunəyə qayıdacağıq. У нее была любящая мама, которая в какой-то момент исчезла. Onu sevən anası var idi, hansı ki bir anda yox oldu. Потом мама вернулась, и моя клиентка уже не отходила от мамы. Daha sonra onun anası qayıdır, qayıdandan sonra o anasından əl çəkmir. Даже когда она ходила в школу, ей было 8, 9, 10 лет, она говорила мне, что самое важное для нее всегда была мысль, где мама, что с мамой, когда придет мама. Və hətta onun 8, 9, 10 yaşı olanda o fikirlərində düşünürdü ki, anam hardadır, nə edir və necədir. Мама ее прожила долгую жизнь, и когда клиентка пришла ко мне, мама была жива, и хорошие отношения сохранялись. O klient mənim yanıma gəldiyi zaman anası sağ idi və anası uzun ömür yaşayıb, daha sonra onların münasibətləri yaxşı idi, yaxşı münasibətlər oldu. Да, но какая модель лучшей близкой привязанности сформировалась у моей клиентки? Lakin hansı bağlanma tipi modeli onda formalaşıb? Она считала, что можно иметь близких людей, связь может быть очень хорошей, любовь, забота и поддержка ты можешь получать от близкого человека, но близкий человек может в какой-то момент исчезнуть. O düşünürdü ki, deməli, onda bir model formalaşmışdı ki, qayğı və dəstəyi ala bilərsən, lakin sənə yaxın olan bir insan hər hansısa bir anda itə bilər, yox ola bilər. И поэтому, когда моя клиентка выросла и стала выстраивать близкие отношения с мужчинами, у нее включалась эта модель. То есть она легко могла познакомиться, наверное, с достойным партнером, она могла понравиться сама, и когда отношения ее начинали удовлетворять, у нее включался вот этот страх, что человек, с которым мне хорошо, который нравится, с которым мы обмениваемся ресурсами, может исчезнуть. Buna görə də o böyüyəndə, müştərimdə böyüyəndə kişilərlə yaxın münasibətlər qurmağa başlayanda bu model onda belə deyim, işə keçirdi və o düşünürdü ki, yaxın bir insan onu sevə bilər, əzizləyə bilər, qayğı göstərə bilər, lakin hər hansısa bir anda yox ola bilər. И чтобы этот человек не исчез, нужно его контролировать. Гиперконтроль. Və buna görə də onu itirməmək üçün onu idarə etmək lazımdır, onu kontrol etmək lazımdır. Но взрослые мужчины пугались такого контроля от женщины, которую они знали 2 месяца, и уходили. Və lakin kişilər 2-3 ay tanıdığı birindən kontrol idarəni gördüyü təqdirdə qorxub qaçırdılar. Да, и здесь на этом простом примере, конечно, в моей практике у меня много разнообразных примеров, возможно, вы тоже будете задавать вопросы по своим примерам. Но на этом простом примере мы видим, что человек, имея травму привязанности в детстве, может оставаться ребенком в отношениях и в 40, и в 50 лет. То есть он будет искать в партнере то, что недополучил от родителей. Mənim təcrübəmdə bu təbii ki, bir çox fərqli hallar yaşanıb, lakin bu sadə bir nümunə idi və bunun sayəsində biz görə bilirik ki, bağlanma tipi ilə hər hansı bir travması olan böyüyəndə 40 yaşında da, 50 yaşında da o ala bilmədiyi resursu almağa çalışacaq. Və o 40-ında da, 50-sində də hələ də uşaq olur. Теперь я прошу переключить 4-й слайд. Да, и, возможно, вот сейчас уместно, если у кого-то есть вопросы
по предыдущему материалу. Сейчас можно задать вопрос, если есть. Если нет, мы пойдем дальше. У нас есть один вопрос в чате. Да. Можно? Да, сейчас, Рагима, а у меня не переключился слайд, а у вас переключился? А вот переключился, все. Окей, да, переключился. Угу. 4-й слайд. Да, пожалуйста, вопрос. Здесь есть один вопрос. Здравствуйте, заранее спасибо. Salam əvvəldə təşəkkür edirəm. Sualları səsləndirərkən qeyd etməyinizi xahiş edirəm. Пожалуйста, не упоминайте при задании вопросов, вызывает ли проблема то, что мама 3-летнего ребенка иногда 1-2 раза в месяц и так далее оставляет ребенка на несколько часов или на nöç. Yəni 3 yaşa kimi uşağın anasının bəzən ayda 1-2 dəfə və s. uşağı bir neçə saatlıq və ya bir gecəlik qoyub getməsi onda problem yaradırmı? То есть мама 3-летнего ребенка, да? Да, по-моему, да. Да. Но, как я уже сказала, да, самое важное здесь годы, когда мама максимально рядом, это первый год жизни, год-полтора. Ragima? Bu halda deməli önəmli olan uşağın 1 yaşı və yaş yarımlıq dövrüdür. И здесь мама может оставлять ребенка на несколько часов с кем-то из близких, но желательно, чтобы это был один и тот же близкий человек или 2 близких, ну там папа и бабушка, например. То есть на несколько часов вот такого маленького до 3 лет, в общем, можно оставлять на несколько часов каждый день с кем-то, кого ребенок готов принимать на несколько часов как замену мамы. Просто если больше, он начнет плакать, и мы знаем, что ребенок начнет искать маму. Чем он меньше, тем меньше это количество часов. Və daha sonraki dövrdə 3 yaşa qədər olan dövrdə uşaq bir neçə saatlığına hər gün kiminləsə qala bilər. O ananı əvəz edən şəxs daimi olsa daha yaxşı olar. Bu atası ola bilər, yaxud nənəsi ola bilər, hansı ki uşaq onu anasının əvəzedicisi kimi qəbul edə bilər. Да, то есть до 3 лет мы говорим о часах, и если ребенку 2-2,5, обычно это время увеличивается, он уже больше может быть без мамы. Если это любимая бабушка или он остается с отцом, да, он может быть длительное время тогда без мамы, но просто какое-то время в течение дня. Это все равно не недели, даже не дни, там, не сутки, да. Bu təqdirdə uşaq 3 yaşa qədər olan müddətdə biz sadəcə bir neçə saatdan danışırıq. Yəni uşağı həftələrlə, hətta bir gün belə kiminsə yanında qoya bilmərik. Bu nənə Извините, Рагима. Bu nənə ola bilər, hansı ki nə qədər yaxın olsa da sadəcə bir neçə saatlığına onun yanında qoya bilərik. К 3 годам ребенок созревает настолько, что он может уже пойти в детский сад. И, собственно, если все было хорошо до 3 лет, то есть достаточно было общения с мамой, то он может проводить в детском саду уже почти целый день. 3 yaşdan sonra isə uşaq artıq böyüyür və hətta bir neçə saatlığına yox, bir günlüyünə onu bağçada saxlaya bilərik. Некоторые дети могут это в 2,5, немножко подвижной рамки, кто-то в 3,5, вот в это время. Burada dinamik bir, belə deyim, sərhədlər bürüzə çıxır. Elə uşaqlar var ki, 2 il yarımdan başlayaraq qala bilər anasız gün ərzində. Elə uşaqlar da var ki, 3 yaşdan sonra. Но мы рекомендуем, чтобы это была привычная среда. Либо ребенок остается с одним и тем же близким человеком, это может быть родственник, няня, либо он идет в детский сад, и там один и тот же педагог. Belə olduğu təqdirdə biz məsləhət görürük ki, onun tanış olduğu bir mühit olsun, yaxud da o dayə ilə getsin, yaxud da oradakı pedaqoqlar daimi olsun.
И если с 3 до 6 лет уже ваш ребенок может иногда нормально ночевать с бабушкой, да, или там остаться с отцом без мамы ночевать, скажем, там вот одну ночь, как было в вопросе, то это нормально. Если для ребенка не проблема, значит и для взрослых уже в этом возрасте это возможно оставить его на ночь с кем-то близким. 3 yaşdan 6 yaşa qədər isə uşaq üçün hər hansısa bir problem olmadığı təqdirdə onu nənəsi ilə yaxud da atası ilə belə deyim, bir gün ərzində saxlaya bilərik. Yatması üçün gecə ərzində saxlaya bilərik. До 3 лет, если ребенок с кем-то остается, он одевает на этого человека роль мамы. То есть неважно, это бабушка, педагог в детском саду. Но, собственно, и с 3 до 6 лет, если тот, кто ухаживает за ребенком, хороший, то rебенок видит в нем маму. 3 yaşına qədər uşaq kiminləsə vaxt keçirirsə, o uşaq anasının yerinə onu qoyur. Kiminləsə vaxt keçirirsə, onun yerinə deməli anasının yerinə onu qoyur. Belə. Всё. Да, и если человек, с которым мама оставляет ребенка, если это любимая бабушка или любимая няня, то отвечаю на вопрос, да, ребенка можно оставлять и на несколько часов, после 3 лет, да, был вопрос, и на целый день, и иногда даже и на ночь, если это один и тот же человек, которому ребенок доверяет и видит в нем, соглашается, что эта фигура замещает маму, когда мамы нет. Deməli, sualda deyildiyi kimi 3 yaşdan sonra, verilən sualda deyilən kimi, yəni 3 yaşdan sonra uşağın sevdiyi nənəsi yaxud da dayəsi, yəni ki, ananı əvəz edə biləcək güvənli bir fiqur ola bilər. Понятен ли ответ на вопрос? Sualın cavabı aydındır. Все понятно, да? Да, Тогда понятно. двигаемся дальше. Понятно. Да. Хорошо, двигаемся дальше. Да. Итак, у нас 4-й слайд. И мы смотрим, вот с этого момента, да, мы разделяем уже воспитание мальчика и девочки. Deməli, biz 4-cü slayda keçdik. Bundan sonra artıq oğlan uşağının və qız uşağının tərbiyəsi və böyüməsi fərqlənir. Да, итак, мы с вами уже поняли, что первые 6 лет и мальчик, и девочка находятся в сфере влияния мамы. Və biz bildik ki, 6 yaşa qədər həm oğlan uşağı, həm qız uşağı ananın təsiri altında böyüyür. И если что-то было плохо в отношениях с мамой, то потом взрослый человек, и мужчина, и женщина в другом партнере будет искать маму. Və əgər bu dövrdə ana ilə hər hansısa bir problem yaşanıbsa, oğlan yaxud da qız gələcəkdə öz partnyorunda anasını axtaracaq. И к психологу, и ко мне как к семейному психологу часто приходят пары, которые соревнуются, кто из них завоюет роль мамы и кто ребенка. Да? То есть они делят эти роли. Очень часто оба хотят быть ребенком, тогда идет борьба прямо не на жизнь, а на смерть. Tez-tez mənə müraciət edən cütlüklərdə hətta bu belə bir mübahisələr yaşanır ki, kim ana rolunu üzərinə götürəcək, kim uşaq, kim ana rolunu götürəcək. Вот в одной молодой паре то жена, то муж требовали к себе отношения как к ребенку, и для того, чтобы настоять на этом, они болели по очереди, да, то есть то один заболеет, то второй. И каждый требовал к себе вот такого ухода, заботы, опеки, как от мамы. Və mənə müraciət edən cütlüklərdən biri hətta ona uşaq kimi rəftar olunması üçün belə deyim, xəstələnirdi. Yəni ki, o anadan görmək istədiyi diqqəti, qayğını
gözləyirdim. Иногда партнеры находят друг друга уже с заранее определенными ролями. То есть, например, женщина хочет быть в позиции ребенка, а мужчина в позиции родителя, мамы, папы. Bəzən elə hallar da olur ki, onlar öncədən müəyyən olunmuş rollarla görüşürlər. Məsələn, qadın artıq uşaq rolunda, kişi isə artıq bir valideyn rolunda. Или женщина может быть такой доминантной, властной, такой гиперопекающей, контролирующей мамой, а муж будет тогда в позиции сына, зависимого ребенка. Yaxud da başqa cür ola bilər, hansı ki, qadın dominant rolunda ola bilər, giper mühafizəçi rolunda ola bilər və belə olduğu təqdirdə kişi oğul rolunu oynayır. То есть мы поняли, что чтобы не было вот таких нарушений ролей, очень важно, чтобы до 6 лет и мальчик, и девочка получили те ресурсы, которые ребенок получает от мамы. Deməli, belə bir pozuntuların yaşanılmaması üçün 6 yaşa qədər uşaq anadan lazımi resursları əldə etməlidir. Итак, следующий важный возраст 6-7 лет. Sıradakı önəmli dövr 6-7 yaş dövrüdür. Ребенок, если все было хорошо, да, получил, вот прошел опыт симбиоза с мамой, получил ресурсы мамы, и в 6-7 лет идет в школу. Deməli, əgər bu dövr yaşanıbsa, 7 yaşda uşaq məktəbə gedir. То есть к 6-7 годам мозг ребенка созревает, и психологический опыт, если все было хорошо, созревает для того уровня, чтобы в школе видеть внешний мир. Və əgər o uşaq psixoloji cəhətdən sağlam böyüyübsə, o məktəbə gedən zaman 6-7 yaş dövründə ətraf mühiti kəşf etmək üçün artıq onun beyni yetişmiş şəkildə olur. То есть детский сад для ребенка – это часть дома. До 6-7 лет, когда ребенок ходит в детский сад, он просто видит это частью дома, а педагог в детском саду – это заместитель мамы. Bağçaya gedən zaman uşaqlar bağçada evdən bir hissə görür, evin bir hissəsini görür, pedaqoqların cismində isə ananın əvəzedicilərini görür. Итак, а школа воспринимается уже как внешний мир, как что-то не связанное с домом, отдельное от дома. То есть школа воспринимается как что-то отдельное от дома, другой мир. Məktəb isə onlar üçün artıq bir digər dünya olaraq qəbul olunur. Yəni evdən və evdəki mühitdən tamam fərqli bir yer olaraq qəbul olunur. И педагоги в школе при нормальном развитии уже воспринимаются как педагоги, другие люди, но не как заместитель мамы. Məktəbdə isə pedaqoqlar artıq uşaqlar tərəfindən pedaqoq olaraq qəbul olunur. Sağlam bir şəkildə formalaşıbsa uşaq heç bir şəkildə ananın əvəzedicisi olaraq qəbul olunmur. Sadəcə pedaqoq olaraq qəbul olunur. Итак, мы видим, что первые годы до 3 лет мама очень много с ребенком. Ну, в некоторых культурах, во многих странах мама не работает, когда у нее маленькие дети. 3 года в некоторых странах это обычный отпуск декрета, ухода за ребенком. Или даже в диких культурах, да, мама обычно, если маленький ребенок, вот до 3 лет он всегда с ней, на ней, рядом. Bəzi mədəniyyətlərdə, deməli, bir çox yerdə ana ilk yaşlarda övladı ilə vaxt keçirir, amma bəzi mədəniyyətlərdə elə var ki,
bu dövrdə ana uşaqla vaxt keçirmir, zaman keçirmir. Да, с 3 до 6-7 тоже ребенок рядом, но он уже ходит рядом с мамой, играет рядом с мамой, там, держится за руку, ну, иногда остается с кем-то из родственников. Bu dövr ərzində 3 yaşa qədər uşaq ana ilə vaxt keçirdir, hətta yaxınları ilə, qohumları ilə vaxt keçirdir. Да, и это означает, если мама так много с ребенком, это означает, что мама много дома, но мало во внешнем мире. Və belə olduğu təqdirdə uşaq onu qəbul edir ki, ana evdə ana ilə zaman çoxdur, çöldə isə ana ilə zaman, mühit azdır. Да, чтобы мама могла быть дома и много могла проводить времени с ребенком, обычно папа много работает вне семьи, то есть во внешнем мире. Və bunun belə olması üçün uşağın ana ilə çox vaxt keçirməsi üçün ata belə deyim, digər mühitdə olur, evdən kənar mühitdə olur. То есть мы видим, что у папы много опыта, как вести себя во внешнем мире, у мамы много опыта, как внутри семьи себя вести. Və belə olduğu təqdirdə atanın çöl ətraf mühitlə olan təcrübəsi zəngindir, ananın isə evdə, ev şəraitində özünü aparma qaydaları ilə bilikləri çoxdur. И поэтому, когда ребенок идет в школу, когда он видит уже школу как внешний мир, мы говорим, что ребенок в идеале переходит на сторону отца, во влияние отца, в сферу отца, переходит в сферу влияния отца. Və uşaq məktəbə getdiyi zaman ətraf mühitə çıxır, deməli atanın təsir sferasına keçir. Yəni digər mühitə keçid eləyir. И это происходит и для мальчика, и для девочки. То есть важна сфера влияния отца. И мальчик, и девочка в 6-7 лет переходят в сферу влияния отца. Və 6-7 yaş ərzində həm qız övladı, həm oğlan övladı atanın təsir sferasına keçir. Yəni ətraf mühitə çıxır. Да, и здесь ребенок в детском саду, детсадовского возраста, или когда он просто с мамой находится, да, до 6-7 лет, он больше знаком с безусловной материнской любовью. В школьном возрасте он начинает знакомиться с условной любовью, да, вот для того, чтобы там получить 5 или тебя похвалили, получить какой-то приз в школе, надо выполнить различные задания. Bağça dövründə və məktəbə qədər olan ərəfədə uşaq qarşılıqsız sevgini dadır anadan, lakin artıq məktəb dövründə o şərtli, qarşılıqlı sevgini görür, yəni 5 almaq üçün oxumaq lazımdır, normalara riayət etmək lazımdır və bu kimi şərtlərlə qarşılaşır. Итак, здесь как раз влияние отца и выражается в том, что он учит и мальчика, и девочку, как быть успешными во внешнем мире. Və burada göstərildiyi kimi ata həm qız övladına, həm oğlan övladına ətraf mühitdə uğurlu olmanın yollarını göstərir. Ну вот, а потом мы подходим к подростковому возрасту. Daha sonra biz yeniyetməlik dövrünə gəlirik. Это где-то 11, 12, 13 лет. Bu hardasa 11, 12, 13 yaş ərəfəsinə düşür. И здесь мы с вами на нашем слайде видим, что когда девочка в 6-7 лет, она переходит в сферу влияния отца, до подросткового возраста она находится в сфере влияния отца, а в подростковом возрасте мы видим, у нее появляются две возможности. Deməli, qız uşağı üçün yeniyetməlik dövrünə qədər atanın təsir sferasındadır, lakin ondan sonra onun qarşısında iki mövcud yol görsənir.
Первая возможность вернуться в сферу влияния мамы в подростковом возрасте и учиться у мамы женским качествам и становиться женщиной rядом с mамой. Bu dövrdən sonra onun bir çıxış yolundan isə çıxış yolu belədir ki, bir mövcud yolu belədir ki, ananın təsir sferasına qayıtmaq, anadan qadın olmaq kimi qadın olmağın sirlərini və ev mühitinin sirlərini öyrənmək kimi. Такая девушка, получив от мамы все нужные ресурсы женские, взрослеет, легко покидает родительскую семью и создает свою семью. Və belə olduğu təqdirdə, o ananın sferasına qayıtdığı təqdirdə, o anadan yetəri qədər qadın olma sirlərini alır və uğurlu şəkildə ailə həyatı qurur və ata evini tərk edir. Другая возможность, девочка не возвращается в сферу влияния мамы, а остается в сфере влияния отца. Digər mövcud məqam isə o atanın təsir gücündə hələ də qalır və atanın təsir sferasında inkişaf etməyə başlayır. И тогда она учится у папы мужским качествам. Belə olduğu təqdirdə o atasından kişi xarakterlərini mənimsəyir. И в будущем она сможет быть успешной в карьере, успешно общаться с коллегами, успешно общаться с другими мужчинами, но ей будет трудно создавать семью. Belə olduğu zaman o uğurlu karyera qura bilər, öz kolleqaları ilə ünsiyyətdə uğurlu ola bilər, öz işini uğurlu qura bilər, lakin ailə qurma kimi sahədə o uğur qazana bilmir. То есть такая девочка, которая останется в сфере влияния отца в подростковом возрасте и дальше, она становится папиной дочкой. O yeniyetməlik dövründə və daha sonraki dövrdə atanın təsir sferasında qaldığı təqdirdə atasının qızı olur. Девочка, которая вернулась в подростковом возрасте в сферу влияния мамы, становится девушкой, молодой женщиной, маминой дочкой. Lakin yeniyetməlik dövründə ananın təsir sferasına qayıdan qız qadın olur, qadınlıq xarakterlərini mənimsəyir və anasının qızı olur. Итак, мы здесь видим, как мы созреваем, в данном случае мы сейчас говорим о девочке, да, как девочка проходит вот все эти этапы последовательно и получает готовность к семейной жизни. Biz hazırda qızın böyümə inkişaf dövrlərindən danışırıq və onun ailə həyatına hazır olmasından danışırıq. И теперь я хотела спросить, есть ли вопросы по этому слайду, вот по слайду 4, о взрослении девочек и о том, какой может быть результат этого взросления. Есть ли вопросы? Bu slaydla bağlı sualları olan varmı? А вы пока, Рагима, переключите 5-й слайд. Хорошо. У вас переключается сейчас? Сейчас. Вообще-то здесь есть вопросы. Ну, просто один вопрос, по-моему, относится к другому слайду. Здесь написано: здравствуйте, может ли 30-летний мужчина, очень привязанный к матери, добиться успеха в семейной жизни, есть ли определенный возраст, после которого он все поймет и поставит семью на первое место? Я бы сказала, что определенный возраст у него уже прошел в прошлом, да, то есть когда... Мы сейчас перейдем к мальчикам, да, к следующему слайду, но тем не менее, да, отвечая на вопрос, теоретически этот возраст у него уже прошел, но он может прийти к хорошему решению.
Deməli, bunun üçün müəyyən bir yaş yoxdur. Demək olar ki, bu müəyyən yaşı keçib, lakin bu barədə biz daha sonra danışacağıq. Вы смотрите, он уже когда он создавал семью, уже семья у него должна была быть на первом месте. А у него есть семья, но на первом месте еще мама, а не его семья. Поэтому возраст прошел. Deməli, bu artıq o ailə qurub, onun üçün artıq ailə ilk planda olmalıydı, ön planda olmalıydı. Lakin hələ də ana ön planda olmağı davam etdirirsə, artıq keçib bu dövr. Но если этот мужчина осознает то, что у него есть проблема, и обратиться к нам с вами, дорогие коллеги, то у него, конечно, есть возможность повзрослеть, поработать с теми вещами, которые мешают ему жить, и да, выбрать свою семью и свою жизнь, и выстроить хорошие, здоровые отношения с мамой в том числе. Amma əgər o dərk edə bilər ki, onda hər hansısa bir problemlər yaşanır, biz psixoloqlara müraciət edib, onu həll edib, uşaqlıq travmalarına qayıdıb, onu yola qoyub, daha sonra ailəsini ön plana qoya bilər. Да, и когда такой мужчина будет работать с психологом, то он выйдет вот в темы 5-го слайда у нас, да, как складывалось его взросление, где он не смог перейти на сторону отца, научиться мужским качествам, да, вот, для того, чтобы научиться совершать мужские такие взрослые поступки. Потому что мальчик, который остается в сфере влияния мамы, это мужчина, который остался мальчиком. Это мужчина-мальчик. Və o psixoloqla işlədiyi zaman bizim 5-ci slaydda müzakirə edəcəyimiz böyümə ərəfələrinə gələcək, dönəcək. Yəni ki, böyümə mərhələlərində ata tərəfə keçməyib, atanın təsir sferasına qayıtmayıb, oğlan olaraq qalıb, oğlan olaraq inkişaf edib və atadan kişi xarakterlərini, kişi xüsusiyyətlərini özünə mənimsəməyib öz üçün. То же самое можно сказать о девочке, то есть женщина тоже может остаться женщиной-девочкой, а не женщиной-женщиной. Eyni halı qız üçün də təkrarlaya bilərik. O sadəcə qız olaraq qala bilər, yəni böyüyüb qadın roluna keçə bilməz. Да, есть ли еще вопросы по 4-му слайду о взрослении девочки? Мы сейчас про мальчика будем говорить, но вот 4-й у нас был про взросление девочки. Если есть вопросы, я отвечаю на них. Здесь есть вопрос. Я хочу спросить, если мама рано покинула этот мир, а девушка вдруг осталась с миром лицом к лицу и много должна преодолеть страхи, заработать деньги, заслужить высокую должность, обучиться, и она все это преодолела, но чувство одиночества все равно осталось. Как избавиться от этого чувства? Ну, у нас, да, в психологии есть много техник, но сейчас важно, смотрите здесь, в каком возрасте она осталась без матери. То есть мы берем тогда наш слайд и смотрим по нашему слайду, какая травма произошла, то есть в каком возрасте. Если она осталась без матери, например, в подростковом возрасте, да, то есть то мы понимаем, что, возможно, не удалось сформировать такие хорошие женские качества и получить вот этот опыт, как быть женщиной, как быть в семье матерью, как быть женой. И в таком случае, например, папа был, да, и был хороший там пример, как делать карьеру, как позаботиться о себе, или, может быть, бабушка с дедушкой взяли ребенка. То есть здесь очень важно, если мы теряем женскую фигуру, то важно, в каком возрасте. Второе, важно, кто пришел на смену матери. Возможно, это любящая ресурсная бабушка. Возможно, это любящая ресурсная тетя. Возможно, это новая жена отца, тоже ресурсная. Ragima? Belə olduğu təqdirdə biz qayıdırıq o dövrə ki, hansı yaşda ananı itirib, hansı yaşda belə deyək,
böyümə mərhələsi olmayıb. Yeniyetməlik dövründə, ola bilsin ki, yeniyetməlik dövründə o ananın daşıdığı qadın xüsusiyyətlərini özü mənimsəməyib və biz daha sonra baxırıq ananı kim əvəz edib. Ola bilsin ki, bu hər tərəfli resurslarla təmin edən nənə olsun, bibi olsun və digər ananı əvəz edən fiqurlar olsun. Daha sonra ona baxırıq. В таком случае, если заместитель мамы был ресурсной женщиной, в таком случае мы будем работать как психологи только с травмой потери близкого человека. Əgər ananı əvəz edən qadın fiquru, qadın rolu hər tərəfli resursla onu təmin edibsə, biz sadəcə itirmə qorxusu ilə, itirmə travması ilə işləyirik. Да, и для этого у нас есть специальные техники, чтобы такую работу с клиентом провести. Bunun üçün biz psixoloqlarda xüsusi texnikalar var, hansı ki istifadə edərək biz bunu dəf edirik. Хуже, если тот, кто замещал маму, был нересурсным или вообще отсутствовал. Amma və lakin əgər ananı əvəz edən fiqur, rol bu resurslarla uşağı təmin edə bilməyibsə, yaxud da ananı əvəz edən bir fiqur olmayıbsa, Bu daha pisdir. То есть в таком случае у нас будут две, ну я сейчас, конечно, это грубо говорю, да, в таком случае у нас будет две проблемных темы. Это потеря близкого человека и также формирование женственности, женских качеств у данной клиентки. Belə olduğu təqdirdə, yəni ki, ananı əvəz edən birisi olmadıqda, yaxud da ananı əvəz edən qadın fiqurunun uşağı resurslarla təmin edə bilmədikdə, burada iki senari, iki yol olur. Bir, itirmə qorxusu formalaşır uşaqda, iki isə qadında, qızda qadınlıq xüsusiyyətləri formalaşa bilmir. То есть, смотрите, если человек здоров, он обычно не идет к врачу. Если он заболел, он идет к врачу. Здесь также, если мое детство было более-менее здоровым, то я не обращаюсь к психологу. А вот если были травмы, то необходимо обратиться к специалисту. Deməli, həkimlə olduğu kimi, yəni əgər mən xəstələnmişəmsə, mən ağrıyıramsa, mən həkimə müraciət edirəm. Amma əgər və lakin mənim uşaqlığım normal keçibsə, sağlam keçibsə, nisbətən mən sağlam bir şəkildə inkişaf edirəm, amma əgər hər hansı bir travmalarım varsa, mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Да, то есть еще раз коротко отвечая на вопрос, важно, в каком возрасте девочка потеряла маму, чего ей тогда не хватало, чему надо было учиться, и кто был рядом, какие фигуры были рядом, замещали маму. Suala qısaca cavab vermək lazımdırsa, uşaq ananı hansı yaşda itirib və o dövrdə onun nə kimi ehtiyacları var idi və onu kim əhatə edib. Есть ли еще вопросы по взрослению девочек? Можете Qızların продолжать. böyüməsində bağlı suallar var. Ну, по-моему, нет. Вы можете продолжать. Извините, очень хотела бы... Я хотела бы у вас спросить, извините, здесь немножко шумно, но я увидела семинар, хотела подключить. Значит, Плохо слышно. я тогда только закончить универ, и я очень жаждала получить свой диплом и показать это маме, потому что она очень за меня, чтобы там обучалась, получила высокое образование и так далее. Наверное, естественно, я добилась, но после мамы это чувствовать ночь я в чем? Там разговор. Извините, Рагима, вы тоже плохо слышите?
Да, у меня тоже пропадает связь. Да, Найда, да. Найда, вы можете написать свой вопрос коротко, потому что мы не слышим большей частью, а там очень важная информация, которую вы Есть говорите. одиночество. То есть напишите свой вопрос, не слышно. Не знаю, я Думаю, что если вы сможете написать, я обязательно отвечу на ваш вопрос. Я понимаю, что никто не слышал точно. Этот вопрос был Наиды, поэтому я думаю, она переключится. Но ее не слышно, да? Да. Naida, siz zəhmət olmasa mikrofonunuzda problem var. Axırda bir də sualınızı səsləndirərsiniz. Вы можете продолжать, Анжелика. Да, хорошо, спасибо. Итак, у нас с вами следующий слайд. Это основные позиции взросления для мальчиков. То есть мы поговорили про девочку. И здесь мы видим, опять-таки, первый шаг – это мальчик вначале тоже находится в sfere влияния mамы. Hazırda biz oğlanların əsas böyümə mövqelərini danışacağıq və gördüyümüz kimi ilk etap oğlan üçün də eynidir. O ilk olaraq ananın təsir sferasındadır. В 7 лет, в 6-7 лет мальчик переходит в сферу влияния отца, как и девочка тоже. Qızlarda olduğu kimi 6-7 yaş ərəfəsində o atanın təsir sferasına keçir. И в подростковом возрасте тоже есть две возможности. Первое, мальчик остается в сфере влияния отца и учится мужским качествам, мужественности рядом с отцом. Burada da mümkün olan variantlar var. Ya o atanın təsir sferasında qalıb atadan kişilik xüsusiyyətlərini mənimsəyəcək, yaxud da ananın təsir sferasına qayıdacaq. Очень извиняюсь, Рагима. Слайд следующий, пожалуйста. Да, у меня тоже... Давайте я еще раз... Секундочку. Вот, сейчас получилось, да? Спасибо, все. Хорошо, спасибо, Рагима, спасибо, да. Да, итак, следующая возможность, да, мальчик остается в сфере влияния мамы или возвращается в сферу влияния мамы. То есть, возможно, отца не было рядом, да, или отец был нересурсный, он болел, да, вот, например, да, потому что разные могут быть тоже заболевания. И таким образом, если мальчик уходит в сферу влияния мамы или остается там, то у нас вырастает мамин сын. Burada da deməli iki mümkün variantlar olur. Ya ananın təsir sferasına qayıda bilər, yaxud da atanın təsir sferasında qala bilər. Burada da belə hallar mümkündür ki, ya ata yetəri qədər resursu övladına ötürə bilmir, yaxud da ki, ata olmur, yaxud da ki, xəstələnir. Bu kimi факторларда önəm daşıyır. То есть это мужчина-ребенок, мужчина-подросток, но это не взрослый мужчина психологически. Ananın təsir sferasına qaydanda o ananın uşağı olur. Yəni ki, o belə deyim, o kişi olmur. O sadəcə olaraq oğlan olaraq qalır. Да, и такой мужчина и во взрослом возрасте остается в сфере влияния мамы. Вот как вы уже задавали вопрос, да, он, для него отношения с мамой будут важнее, чем его собственная семья. Və sualda verildiyi kimi, sualda olduğu hal kimi, yəni ki, oğlan anasının təsir sferasına qayıdır və daha sonra ailə qurduğu zaman anasını ön planda saxlayır.
Причем для взрослого мужчины здесь нет противоречия. Для здорового взрослого мужчины одна сфера – это его уважение и отношение к своей матери, если он взрослый мужчина, и забота о ней, если нужно. И другая сфера – его семья, которую он создал, забота о жене, о детях, выстраивание отношений там. То есть в норме это не пересекаются, эти сферы. Sağlam şəkildə olan zaman, deməli, kişi anasına olan hörmət və ehtiramı, hörmət və sevgini saxlayır, lakin kişi xüsusiyyətlərini də özündə inkişaf elətdirə bilir. Но мамин сын, либо он не создает семьи, то есть живет один, живет под влиянием мамы, живет вместе с мамой, либо он создает семью, которая у него на втором плане, а на первом плане мама. Ana uşağı olan oğlan isə ya ailə qura bilmir, yaxud ailə qurduğu zaman isə ananı ön planda saxlamağa davam edir, ailəni isə ikinci plana atır. Да, и тогда у жены не будет мужа, да, будет ребенок, причем не ее, а ребенок, который принадлежит свекрови. Belə olduğu təqdirdə isə onun yoldaşının oğlu olur, hansı ki öz oğlu yox, qaynanasının oğlu. Yəni ərin yerinə oğul böyüdür. А если в паре будут дети, то у детей не будет полноценного отца в роли отца мужчины. Əgərsə cütlüyün övladları olduğu zaman isə onların sağlam bir atası olmur, yəni ata rolu olmur, Ну вот то, что касается формирования, взросления мальчика, да, в связи с отцом и матерью. Və Основные моменты, да. Я изложила основные моменты, да, которые касаются взросления мальчика. Oğlanların əsas böyümə mövqeləri bunlar idi və Да, и если потом вы помните, кто-то хочет, ну, имеет травмы вот в этих движениях и хочет что-то изменить в своей жизни, то иногда за этим стоит достаточно длительная психотерапия. Ну, мы с вами это знаем как психологи. Biz psixoloqlar olaraq bunu bilirik ki, əgər hər kimsə bu travmalarını dərk edib, onların üzərində işləmək istəyirsə, onları dəyişmək istəyirsə, dəyişmək yox, tam olaraq onlardan çıxmaq istəyirsə, uzun müddətli psixoterapiya almalıdır. Если здесь есть какие-то вопросы, вот один уже был, да, но если появились новые, можно задать по взрослению мальчика в родительской семье. Bu slaytla bağlı hər hansı bir sualı olan varmı? Если нет, то можно следующий слайд тогда, Рагима. Kəmil müəllim, у нас есть вопросы? Mən soruşum bir dənə qrupdan. Rus dillilərdən varsa kimsə əlini qaldırmaq istəyirsə, kişilərin böyüməsi ilə bağlı, oğlan uşaqlarının böyüməsindəki problemlərlə bağlı hansısa bir sualınız varsa səsləndirə bilərsiniz. Amma biz sualı da tərcümə edəcəyik, cavabı da. Aida Orucova, sual vermək istəyirsinizsə mikrofonu açıb verə bilərsiniz rus dilində. Akşamınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram. Çok güzel bir webinar var, onu diyeyim. Ben eğer mümkünse Rusça verim elə sualımı birbaşa. Rusça verin, amma Rəhimə tərcümə eləsin. Xahiş edirəm, qısa verin də sualı. Проблем değil. Здравствуйте. У меня такой вопрос есть. Если у мальчика нет отца, но дома есть дедушка, может ребенок, мальчик вырасти не в сфере влияния матери, а именно вот дедушка как бы для него может быть примером мужчины, что ли, вот что-то в этом роде. Чтобы из него сформировался именно мужчина. Да, Аида, безусловно, это как раз есть очень хороший вариант. Да, если
умирает отец, не знаю, заболевает отец, куда-то исчезает отец. Ну, в природе так бывало часто, да, мужчина может пойти на войну, не вернуться, да, или он будет защищать семью и погибнет. Мужчина может стать инвалидом, да, и не в состоянии будет давать такой полноценный пример. Вот тогда другие, как мы говорим, члены рода могут заменять эту роль. Даже новый муж матери может замещать эту роль. Да, то есть показывать образец мужских качеств. Но здесь важна, Аида, роль матери тоже. То есть мама отвечает за то, чтобы обращать внимание мальчика на вот эти качества. То есть от мамы должно быть послание. Там, Спасибо большое. чтобы быть таким Понятно. хорошим, как твой отец, да, ты можешь учиться вот тому, что умеет делать дедушка. Вот это у дедушки, как у твоего папы, да, или у моего нового мужа, да, или там у твоего дяди вот эти качества хорошие. Также мама должна почаще напоминать ребенку о том хорошем, что было у его отца при жизни. И неважно, там, ты так же хорошо играешь в футбол, как твой отец был бы рад твоим успехам в математике, да, то есть все, что может связывать ребенка с отцом в позитивном смысле, да, это вот уже обязанность мамы напоминать, ну и также организовать вот этого замещающего взрослого мужскую хорошую положительную фигуру. Спасибо большое. Mən Pardon. qısaca tərcümə edeyim bunu. Deməli, sual bundan ibarət idi ki, əgər uşağın atası yoxdursa, səhv etməmsə, vəfat edibsə söhbət gedir Evet, və evde baba, baba, aha, numunevi baba varsa. nümunəvi baba varsa onu əvəz edə bilərmi? Və cavabı da xülasələşdirsəm belə oldu ki, bəli, bu çox yaxşı bir nümunədir. Digər insanlar da yəni həmin rolu əvəz edə bilər və yaxşı olar ki, valideyn ana da tez-tez atanla bağlı xoş bir xatirələri, hekayələri oğlan uşağı üçün xatırlatsın. Çünki bu onun gələcəkdə kişilik xüsusiyyətlərini formalaşdırması üçün çox vacib, əhəmiyyətlidir. Yəni qısaca cavab yəni bundan ibarət idi. Başqa sual yoxdursa biz davam edək. Aha, Rəhimə. Rəvanə Güləliyeva. Добрый Да, мы вечер. можем к следующему слайду перейти. Да? Могу задать вопрос? Да. У нас есть вопрос. Ага. Во-первых, спасибо большое, очень интересно все рассказываете. У меня такой вопрос, не знаю, это относится к нашей теме или нет. Если отец имеет какие-то нарциссические, так скажем, черты, а мать нет, вот при этом мужчина, так скажем, да, мальчик, вот в подростковом возрасте он в какую сферу пойдет? Но вот здесь вопрос о силе расстройства у отца, скажем так, да. Ага. То есть если много есть Больше положительного оказание. и расстройства в легкой форме, то мама обращает на те хорошие качества здоровые, которые есть. Но я бы сказала, что здесь будет важно добавлять еще примеров мужских, опять-таки, с дедушкой, с дедушками, да, может быть, с дядей. То есть вот хороший, ну, тренер может быть, это может быть также педагог в школе, но это мужские фигуры должны быть хорошие. Я не знаю, священник где-то, да, если вот там подросток верующий, да, и доверяет, скажем, священнику, да, то есть это могут быть какие-то вот, ну, уважаемые такие люди в жизни мальчика мужского пола, а задача мамы обратить на них внимание тоже, да, поддержать как бы вот этот интерес. Если отец абсолютно болен, тогда получается, что мы должны найти вот полностью замещающую фигуру, как по предыдущему вопросу, да, как будто умер. Ага, понятно, спасибо. В любом случае мы должны дать пример мужского поведения. Если мама считает, что она сама воспитает мальчика, она может воспитать, но она может научить мальчика женскому. Это будет мамин сын. Да, то есть мама одна, только как бы сама, опираясь на себя, не может воспитать мужчину. Мужчиной можно стать рядом с мужчинами и глядя на мужчин, на мужские примеры. И вот это очень важно. А, конечно, если отца нет, вот мы видим, что есть много возможностей, да, для замещения. Хотя это будет уже и травма потери отца, и психология, психотерапия. Мы будем работать, конечно, и с травмой потери отца. Хорошо. Спасибо за ответ. Вы можете продолжать следующий слайд. Да. Следующий слайд у нас, собственно, подводит итог предыдущим слайдам. Я составила его как бы так четко, ясно и просто. Sondakı slayd artıq ümumiləşdirir, artıq nəticələrə gətirir və onu mən qısaca tərtib etmişəm.
Итак, для того, чтобы вот эти движения, нахождение рядом с мамой, движение к отцу, возвращение к маме или там остаешься возле отца, какие здесь должны действовать регуляции при правильных движениях? Какие должны быть регуляции? Beləliklə, deməli, hərəkətlərdə anaya doğru, anadan ataya doğru və bunlarda hansı tənzimləmələr olmalıdır? Мы поняли, что так как ребенок находится, любой, и мальчик, и девочка, в сфере влияния мамы, то первое, мама должна в 6-7 лет отпустить ребенка из сферы своего влияния, а отец должен согласиться и принять ребенка в сферу своего влияния. Deməli, 6-7 yaş ərəfəsində artıq ana övladlarını buraxmalıdır, ata isə onları qəbul etməlidir öz təsir sferasına. Второй вывод важный – это то, что в отношениях с матерью мы познаем женственность, а в отношениях с отцом – мужественность. Və ikinci önəmli nəticə isə odur ki, ana ilə münasibətlərdə biz qadınlığı, ata ilə münasibətlərdə isə kişiliyi dərk edirik. То есть девочка рядом с мамой учится, как быть женщиной, а мальчик рядом с отцом учится, как быть mужчиной. Qız övladı ananın yanında qadınlığı öyrənir, mənimsəyir. Oğlan uşağı isə atanın yanında kişiliyi mənimsəyir. Девочка, глядя на отца, учится, какого партнера в будущем себе выбирать. Qız övladı atasına baxaraq gələcəkdə özünə necə bir partnyor seçməli olduğunu dərk edir. Мальчик, глядя на маму, учится, какую в будущем себе выбирать жену, и, глядя на отношения между родителями, учится, как выстраивать отношения мужчина-женщина. Oğlan uşağı isə anasına baxaraq gələcəkdə özünə necə bir həyat yoldaşı seçməli olduğunu dərk edir və ata ilə ananın münasibətlərinə baxaraq necə bir münasibət formalaşdırmalı olduqlarını dərk edirlər. Да, отец таким образом отвечает за коммуникацию с внешним миром, а мама за коммуникацию внутри семьи. Beləliklə, ata xarici dünya ilə ünsiyyətdən cavab verdi, ana isə daxili ünsiyyətdən, daxili dünya. Если мальчику или девочке в детстве не хватило мамы, то потом в партнере, в муже, жене будем искать маму. Əgər partnyorlardan hər hansısa birinə ana sevgisi yetəri qədər olmayıbsa, o partnyorunda anasını axtaracaq. Если мальчику или девочке не хватило отца в родительской семье, то в муже, жене будем искать отца. Amma əgər uşaqlarda ata sevgisi yetəri qədər olmayıbsa, yetəri qədər qayğı görməyiblərsə atadan, onlar partnyorda ata rolunu axtaracaqlar, atalarını axtaracaqlar. Ну а в практике я еще часто сталкиваюсь с тем, что и у мамы многого не хватило, и у папы многого не хватило. И тогда в муже ищу папу с мамой или в жене ищу папу с мамой. Mənim təcrübəmdə belə hallar çox yaşanıb, hansı ki partnyorda həm atanı, həm ananı axtarırlar. Да, итак, это завершение нашего, какой у нас был здесь уже 6-й слайд. Можно, если есть вопросы, пожалуйста, если нет, Рагима, вы пока следующий слайд переключите. Sualları olan var, yoxsa növbəti slayda keçirik? Камиль Мэль, можно вопрос? Да. Вот третий вариант, то, что вы говорили, отсутствует оба, и отец, и мать. В таком случае, что в семье должна сделать жена? Подождите, у мужчины не было родителей, а кто его воспитывал? Нет, они в разводе были. А ребенок рос у тети. Ребенок рос у тети.
тогда очень важно, что было в семье тети. То есть, возможно, тетя замещала ему здоровую ресурсную маму, а муж тети замещал здорового ресурсного отца. И в таком случае мы можем просто работать с травмой потери родителей, но как примеры мужественности, женственности у ребенка есть. Другое дело, если тетя была одна, не было мужского примера, вот. Но тут, понимаете, тут жена мало что может сделать. Тут все-таки сам мужчина должен осознать, что это проблема, и сам обратиться за помощью к специалисту. Спасибо, понятно. Но очень важно, да, вот все эти нюансы. То есть в каком возрасте кто. Один из вариантов, ведь он мог попасть в детский дом. И мы часто говорим о том, что детский дом – это не хорошая среда для ребенка. И сейчас очень популярно и хороший как бы вариант – это когда у ребенка есть просто приемная семья, да? Когда есть так называемые профессиональные родители. То есть мужчина, женщина, которые работают профессиональными родителями, и у них может быть там, не знаю, 5-10 детей, да, вот они с ними занимаются. У ребенка 5 тетей, и он абсолютно не имеет понятия семьи. Да, возможно, он не видел тогда хорошие модели, то есть тетя, которая его воспитывала, возможно, не имела мужа, да, или там были какие-то отношения не совсем здоровые. И в таком случае, еще раз, здесь две травмы. Да? Травма потери родителей, с которой ему нужно работать, но это мужчине, это его жена эту работу не может сделать. Да? И второе, это работа с тем, чтобы в себе взрастить свою мужественность. И только потом жена может что-то сделать. Она может что-то сделать с мужчиной, а что она может сделать с ребенком, который не ее ребенок? Ну, покормить, да, спать уложить, да, погладить по головке, ну все. Спасибо. Изменить она его не сможет, если он сам не захочет. Хорошо. Понятно, спасибо. Да, итак, мы можем перейти к следующему слайду. Основные позиции, исходя из которых мы создаем пары. То есть вот мы повзрослели, несмотря на то, что с нами происходило в родительской семье, мы по возрасту стали взрослыми и выходим как бы в свою самостоятельную жизнь. Deməli, münasibətlər qurarkən hansı mövqelərə biz diqqət yetiririk? Valideyn ailəsindən çıxarkən, çıxıb böyüyərkən hansı məqamlara diqqət yetiririk? Ну, то есть подведем итог тоже тому, о чем мы говорили. Deməli, əsasları gətirəcəyik, nəticələri deyəcəyik. Итак, для мальчика, если он повзрослел, он может быть в роли мужчины или папина, то же самое, да, то есть он мужчина, папин сын, мужественный мужчина. То есть мальчик, если все шло хорошо, он становится mужественным мужчиной. Əgər oğlanın böyümə ərəfəsində hər bir şey yolunda gedibsə, o atasının oğlu olur, yəni ki, maskulin bir kişi rolunda olur gələcəkdə. Если мальчик остался в сфере влияния мамы, он остается маминым сыном, женственным мужчиной. Əgər oğlan anasının təsir sferasında qalırsa, təsir dairəsində qalırsa, o gələcəkdə feminin bir kişi olur. Такой мужчина может хорошо знать женскую психологию, он может быть мягким, обходительным, красиво ухаживать за женщиной, но он будет плохим мужем. Belə bir femin kişi qadın psixologiyasını yaxşı bilir, o yumşaq, qayğıkeş olur, lakin pis ər olur. Теперь для девочки, то есть тоже, да, два варианта, вот роль, две позиции, из которых девочка, уже женщина, да, молодая женщина, может создавать свою семью. Тоже две позиции. Qız uşağı da ailə qurduğu zaman iki pozisiya qarşısında olur, iki pozisiya yaranır onda, iki variant yaranır qarşısında. Так, вариант, когда девочка осталась в сфере влияния отца, то есть это папина дочь, mужественная женщина. Atasının təsir sferasında qaldığı zaman o atasının qızı olur, yəni maskulin bir qadına çevrilir.
Итак, она может хорошо знать психологию мужчин, она может легко общаться с мужчинами, она даже может создавать отношения, но она не будет долго задерживаться в этих отношениях. O kişilərlə yaxşı bir münasibətlər qura bilər, o kişi psixologiyasını yaxşı bilə bilər, amma lakin uzun müddətli münasibətlər yarada bilməz. То есть она будет находить, если она будет находить мужчину, то ей быстро будет становиться скучно, потому что мужского у нее у самой очень много. Əgər o hər hansısa bir münasibət qura bilirsə, hər hansısa bir partnyor tapa bilirsə özünə, o tez sıxılır, çünki onda olan kişilik xüsusiyyətləri onun partnyorundan daha çoxdur. У такой женщины могут быть очень частые ссоры, конфликтом с мужем из-за конкуренции, то есть кто больше мужчина в отношениях. Belə olduğu təqdirdə o öz partnyoru ilə çox münaqişələr yaşayacaq, çox davalar yaşayacaq, çünki kişi rolunu kimin üstlənəcəyi barədə həmfikrə gələ bilməyəcəklər. Такая женщина будет соревноваться с мужем в проявленности мужских качеств в себе, а не в том, чтобы показать женские качества. O münasibətlərdə kişi ilə münaqişələr yaşayacaq ki, kim daha çox maskulin xüsusiyyətləri göstərəcək, nəinki öz qadın xüsusiyyətlərini göstərmək yerinə o öz kişilik xüsusiyyətləri üçün münaqişə yaşayacaq öz partnyoru ilə. Да, и следующая позиция, когда девочка сформировалась правильно, то есть она мамина дочь, женственная женщина. Digər sağlam mövqe isə o, əgər sağlam bir şəkildə inkişaf dövrünü keçibsə, o anasının qızı olur. Yəni ki, bir qadın olaraq formalaşır. Такая женщина, выйдя во внешний мир, будет искать того, чего в ней нет, мужское, и будет создавать длительный, такой стабильный, хороший союз с мужчиной. То есть у нее есть для этого ресурсы. Sağlam bir şəkildə böyüyən qadın ətraf mühitə çıxacaq, o artıq özündə olmayan, yəni ki, kişi xüsusiyyətlərini axtarıb sağlam bir münasibət quracaq. Это также можно сказать о мужественном мужчине, когда он уходит из родительской семьи, он будет искать такого человека, в котором было бы то, чего ему не хватает. У мужчины не хватает женственности, и он будет искать женщину, с которой создаст союз. Və bu hal oğlan üçün də keçərlidir. O, əgər sağlam bir şəkildə böyüyübsə, o münasibətə başlamamışdan öncə partnyorunda qadın xüsusiyyətlərini axtaracaq. Таким образом, как психологи, мы видим, что самые стабильные пары – это мужественный мужчина, женственная женщина. Və son olaraq deyə bilərik ki, sağlam şəkildə olan maskulin kişi, femin qadındır. Или, можно сказать проще, папин сын и мамина дочь создают самую стабильную пару. Daha sadə bir dildə desək, sağlam bir münasibətdə olanlar atasının oğlu, anasının qızı olanlardır. Ну вот, а количество разводов будет указывать на то, какие позиции и роли нарушены в паре. То есть если мы видим, что происходят разводы, да, то, посмотрев на этот феномен, мы увидим, что нарушены роли, обязанности, обязательства в паре. И мы выступаем не из позиции мужа-жены, мужчины-женщины. То есть партнеры выступают в каких-то других ролях, играют, другие роли играют в паре. Ребенка, помните, можно брать сестры, там, мама-папа, папа-мама и так далее. Və buna nəzərən biz boşanma hallarını müşahidə edərkən biz görə bilərik ki, ər-arvad münasibətlərində hansı nə kimi öhdəlik və öhdəlik rolları pozulub və onlar artıq
arifat yaxud da kişi qadın o rolunda değiller, oğlan kız rolundadılar. Итак, есть ли какие-то вопросы? Мы подошли к последнему слайду. Ну, после каждого слайда я спрашиваю, есть ли вопросы. Я хотела бы задать вопрос, который сорвался из-за плохого интернета. Извините, я просто хотела продолжить вопрос насчет того, что 21 мне было всего 21 лет, когда я потеряла маму, и после этого, несмотря на то, что я осталась в жизни, не только все там сражаться с миром, знаем, что жизнь бьет нас сильнее, когда мы слабые, а когда мы сильнее, мы бьем жизнь больше. Просто я хотела сказать, вот, несмотря на то, что я сейчас очень самоуверенная и стою на своих ногах, я хотела бы сказать, то есть я хотела бы спросить, почему в глубине души у меня до сих пор остается чувство одиночества, даже при обществе, в котором я очень много посещаю общественные, так скажем, мероприятия, выставки и приглашаю, и часто бываю за границей, но все равно вот это чувство одиночества этой маленькой девушки у меня все равно в глубине души остается. Во время процесса работы это никто не узнает, или когда я обучалась, когда я училась за границей. Все знают меня как самая сильная девушка, но в глубине души я знаю, что вот эта девочка, одинокая девушка, она все равно остается. Как избавиться от этого? Ну, я знаю, я очень люблю свою маму, и я ее не, так скажем, если я избавлюсь от чувства одиночества, и, конечно же, я не забуду свою маму, но все же я хотела отпустить вот это все прошлое, и то, что остается у меня в глубине души, и все, идти дальше, и как-то строить свою жизнь более красивее и полноценной, самое главное. Спасибо за ответ, заранее благодарю вас и очень внимательно слушаю, как вы думаете, как вы анализируете. Извините за шум, потому что я не нахожусь в тихом месте, здесь в поле, но я очень внимательно слушаю ваш ответ. Мне кажется, что первое, с чем здесь нужно работать, это травма действительно потери близкого человека. И вот это чувство, понимаете, когда травма проработана, тогда вот это горевание, горе, оно переходит в светлую память. И вот это чувство как бы одинокой девочки, да, это исчезает. А другое, когда вы будете с этим работать, возможно, мы попадем еще в какие-то пласты вашего личного опыта, когда вы были маленькой, какие там могли быть отношения с мамой. Что касается меня, то у меня есть такая полуторагодовая программа, где мы с клиентами проходим и с психологами, да, теорию, практику, и мы начинаем с родительской семьи, и вот то, что я вам сейчас показывала, слайды, там, находимся в сфере влияния мамы, отца, то есть у нас есть упражнения, практики различные, где мы как раз начинаем свою работу, то есть каждый участник программы имеет возможность делать свое личное упражнение, естественно, с ведущим, то есть не сам, не в одиночестве, вот с ведущим в группе, делают упражнения, где мы вот эти шаги проходим. Я в родительской семье, то есть какая тема? Я в родительской семье от рождения до семьи, я в родительской семье от движения от мамы к папе, да, в 7 лет, я в родительской семье вот в своем движении от, если я девочка, от отца к маме, и как я взрослею, становлюсь женщиной, или как я остаюсь рядом с отцом, если это мальчик, да, и набирается мужских качеств. То есть у нас есть практики, упражнения, вот так помодульно мы даем теорию, практику, то есть прорабатываем вот эти какие-то вещи, где-то, возможно, какие-то сбои были. Но первое все-таки, Наида, я бы думаю, что здесь нужно поработать с травмой потери близкого. И вот как раз в этой программе, которую рассказываю, у меня там один из последних модулей, это как раз мы прорабатываем незавершенные отношения с умершими, это называется.
Я сейчас гипотезу высказываю, потому что, чтобы сказать точно, что у вас, мне нужно было бы, чтобы вы стали моим клиентом, и я бы применила свои техники, ну, не мои личные, которые меня обучали 9,5 лет, да. Вот, я бы применила и могла бы сказать, предположить, ну, с 90% точностью причины этого ощущения одиночества. Возможно, там несколько причин есть, но нужно как бы уже посмотреть непосредственно, вот, работая с вами. Поэтому я думаю, что вы здесь, в Азербайджане, можете обратиться к психологу как раз с темой незавершенные отношения с умершим и пойти дальше, если это будет нужно. Да? Çok sağ olun. Спасибо. Последние две вопроса можем взять и закончить? Да, пожалуйста. O kavo kimin sualı varsa rus dilində səsləndirməyə ki, biz 2 sual ala bilərik və onu ilə də yekunlaşdıraq. Çünki artıq gecdir. Bayaq kimin səli qalxmışdı? Zülfiyə Səlimxanova, səhv etmirəmsə. Aha, amma çox qısa zəhmət olmasa sualınızı verin. Пожалуйста. Добрый вечер. Очень благодарю вас за прекрасный семинар. Мой вопрос будет такой. Вот, когда моему сыну было 4 месяца, правда, звучит немного смешно, когда это кому-то рассказываю. Когда сыну было 4 месяца, я переболела короной. И случилось так, что мне категорически запретили его кормить, он был грудничком. И в течение 10 дней ребенок меня вообще не видел. То есть он видел меня из окна, но понятное дело, что видел я его. Может ли это как-то, ну, мы с ним поработали, я с ним после этого, конечно, провела время и все такое, но было такой случай, что он не хотел потом отказываться от груди, и процесс отлучения от груди длился почти до 3 лет, 2,8. Может ли это и сейчас как-то остаться у него на подсознательном, то есть вот какая-то неправильная привязанность к маме? И еще вот после короны он стал спать с нами, то есть он отказывался спать в своей кроватке. И как правильно мне его отлучить в свою самостоятельную кроватку? То есть он и сейчас отказывается спать без меня. Спасибо за ответ. А сколько лет сыну? На данный момент ему ровно 3. Вот буквально вчера было 3. Да, ну, в определенной степени, конечно, могут повлиять эти 10 дней, потому что возраст был очень чувствительный. Но здесь очень важно действительно, как потом родители ведут себя с ребенком. Да? То есть если, ну, как бы мама пытается обычно додать внимание, хотя это и нелегко, да, но пытается действительно этого додавать. Что касается приучения к кроватке, ну, мы рекомендуем, вообще до 3 лет ребенок может находиться, по крайней мере, в одной комнате с родителями засыпать или в одной комнате с другими членами семьи. То есть то, что ребенок, я просто не знаю, где он у вас спит, один спит, с братьями, сестрами спит или с родителями в комнате, потому что некоторые считают, что вот нужно, ну, у нас, не знаю, у нас в Эстонии есть такое неправильное представление, что ребенок вот родился, ему отдельную комнату завели, и там его закрывают. Там в год, например, неважно, в полгода, да. Но такого не было в истории человечества, да. То есть дети росли в большой семье, у бедных людей все жили в одной квартире, ну, в квартире, да, в одной комнате, в одной пещере, да, вот, у бедных. У богатых были няни, прислуга, гувернантки, да, то есть дети одни не оставались на ночь. Поэтому, когда маленького ребенка отделяют в отдельную комнату, я считаю, что, ну да, это довольно травматично. Ну, как бы минимум, что можно сделать, чтобы он был с другими детьми хотя бы, да, в этой семье, в комнате, это нормально. То есть не один до определенного возраста. Если нет других детей, да, это может быть сложно, но до какого-то, ну, до 3 лет он может находиться как минимум в комнате, где родители спят. Но да, мы приучаем его к своей кроватке. И тут есть, конечно, у детских психологов свои рекомендации. Конечно, самое важное, это чтобы ребенок вот получил это чувство все-таки безопасности,
то, что мама, если нужно, либо мама, либо другое замещающее лицо будет рядом, может прийти на помощь, но это вот тот опыт, который он должен дополучить, скажем так, и то, что мы можем сделать. То есть я бы не учила ребенка так, что вот он не хочет со мной спать, а я буду сейчас дрессировать его в отдельной комнате засыпать. Конечно, дети в концлагерях выживали, как я говорю, да, и они согласятся с тем, что навязывают родители. Но давайте как бы дадим ему больше почувствовать вот этот наш поток любви родительской. Может быть, чуть-чуть надо будет больше, раз вот это разлучение или травма была. Но смотрите, чем ребенок увереннее в том, что родители дают любовь и безопасность, тем как бы быстрее он будет засыпать в своей кроватке. Но понятно, что после травмы нужно вот дополнительно этот опыт. И в таком возрасте, в 3, не надо его как бы еще одного оставлять, а скорее нужно показывать, что помощь, поддержка доступна. То есть можно приучать к своей кроватке, но там, скажем, в одной комнате с родителями. И, кстати, интересно, знаете, был японский опыт, я провела в Японии несколько лет. Да, там в традиционных семьях раньше дети до подросткового возраста все спали с мамой, ну, они спали на татами, да, татами – это на полу такой коврик, да, вот, и они все спали, дети и мама, вот, и самые маленькие, там, самый маленький рядом с мамой, если их много, то с 2 сторон, да, а постарше как бы были дальше от мамы, вот. И это такой как бы, ну, традиционный способ взросления был. Дети никогда одни не оставались ночью. Да? Вот. И чем меньше был ребенок, тем ближе он был к маме. Ну, тоже интересный такой культурный опыт. То есть я бы здесь обратила внимание на то, что наши предки, особенно детей, не отделяли. И, кстати, и кормили до 3 лет часто, и не видели в этом проблемы, что грудь давали. Понятно, что он не только грудное молоко в 3 года ел, но, в принципе, считалось, что, ну, а что, берет грудное молоко, ну и берет. Вот. И в целом, если ребенок дополучит до этого внимания, он быстрее от мамы отойдет. Поэтому я иногда говорю, ну вы уже как-то так соберитесь с духом до 3 лет, потом легче будет. Вот. Даже маленький, он когда до полугода, до года мама рядом, он в год научился ходить, он уже дальше отходит от нее. И надольше сам вот в комнате может подольше поиграть, сам там, находясь с ней. Если он чувствует, что если что, она вот как бы придет на помощь. Ну или замещающий взрослый. Хорошо. Еще, если есть вопросы. Если есть вопрос на русском, последний вопрос. Axırıncı sual kim rus dilində səsləndirmək istəyirsəz və onu ilə də bitirək, xahiş edirəm. Əgər rus dilində səsləndirirsə, Dərya Muradova. Axşamınız xeyir. Çox sağ olun webinar üçün Kamil müəllim, Rəhimə xanım təşəkkür edirəm. Вопросов нет. Спасибо за сегодняшний вебинар. Было очень приятно и интересно вас слушать. Спасибо за внимание. Вам тоже спасибо. А я думал, это вопрос будет. Есть вопросы? Ну, наверное, уже все устали. Мы 2 часа занимаемся, и да. Я тронута вашим мужеством, коллеги. Spasiba вам большое. Rəhmə tərcümə elədi zəhmət olmasa. Biz yekunlaşdırırıq webinarımızı və bu qədər müddət ərzində bizə vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirik. Çox geniş, dərin, əhatəli bir müzakirəmiz oldu. Спасибо вам большое за то, что вы уделили столько времени, сделали такой глубокий разбор для нас. Спасибо вам большое. Və biz keçən dəfə danışdığımız kimi istərdik ki, əməkdaşlığımız uzun müddətli olsun. Təkcə webinarlar yox, canlı görüşlər təşkil etmək istəyirik. Sizin bilirik ki, böyük planlarınız var həm Bakı ilə bağlı. Biz kurs təşkil edə bilərik gələcəkdə. Как и мы обсуждали в прошлый раз, мы хотим в дальнейшем сотрудничать. Мы планируем живые встречи. У нас имеются большие планы.
в сотрудничестве с вами. Да, отлично. Всегда буду рада нашему сотрудничеству. И я хочу сказать, что так много информации сообщить за 2 часа можно только специалистам, коллегам. А у наших клиентов иногда годы уходят на то, чтобы это понять, для себя применить. Поэтому да, спасибо, что подготовленная аудитория, потому что мне было очень сложно, очень много концентрированно нужно было информацию изложить. Спасибо. Hər şeyə görə çox sağ olun. Biz yaxın günlərdə görüşür. Mən əyani şəkildə sizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əgər vaxtınız olarsa. Если у вас будет время, я хочу поблагодарить вас вживую, встретиться очно с вами. Да, конечно, с удовольствием. И я работаю, кстати, как онлайн, так и очень много вживую. Я не знаю, я не успела представиться, наверное. Я специалист по системно-филологической психотерапии. У нас одна из основных техник – это расстановка, семейная констелляция, если как бы наши участники об этом слышали. И вот именно здесь у меня 9,5 лет повышения квалификации, то есть я являюсь и расстановщиком, и мастером расстановок, и преподавателем, региональным, и межрегиональным преподавателем. То есть у меня есть все регалии здесь. У меня было уже 4 выпуска у меня специалистов было в Эстонии. Вот сейчас набираем 5-ю группу для обучения, 5-й поток. Спасибо. Tərcümə edə bilərsən. Böyük məmnuniyyətlə, deməli, vaxt az olduğundan mən özümü təqdim edə bilmədim. Mən həm əyani, həm də ki, onlayn olaraq psixoterapiya keçirəm, konsultasiyalar keçirəm. Mən ailə dizimləri ilə məşğulam, 9 il yarımdır bu sahə üzrə özümü inkişaf elətdirirəm. Hazırda həm ailə dizimləri ilə həm ailə dizimləri keçirəm, həm ailə dizimlərini öyrədirəm. Bu qədər. Bu qədər. Спасибо большое. Добрый вечер.